Как и в прошлом году, паломники из Абхазии в составе 30 человек вновь отправятся в Иерусалим за благодатным огнем, для того, чтобы его доставить в Абхазию к пасхальной службе. Сегодня вечером делегация отправится в Иерусалим, и уже 15 апреля, в канун праздника Пасхи Христовой, паломники во главе с иереем отцом Далматом вернутся с благодатным огнем и зажгут его во всех храмах страны. Без воли Божьей ничего не бывает, и мы сподобились. В прошлом году побывали на Святой Земле, и вот сейчас у нас паломническая поездка опять на Святую Землю, у гроба Господня, где совершается чудо, последнюю субботу, Страстную Седмицу, служение патриарха у гроба Господня, и появляется благодатный огонь, и все, радуясь, видя воочию это чудо, множество народов, которые там находятся, ликуют. Также, если сподобимся в этом году получить этот благодатный огонь, мы тоже также привезем сюда, в Абхазию, чтобы наши люди, живущие здесь, в нашей абхазской стране, чтобы могли получить ту благодать, ту радость духовную, которую каждый ощущает в этот день. Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион отслужил молебен и благословил паломников на поездку. Также он освятил иконы Симона Канонита, святого мученика Евстафия Апсильского и Иверской Божией Матери. Сейчас будет пятая поездка на Святую Землю Иерусалимскую. Для меня вот это, я иду туда за благодатью, чтобы с Божьей помощью получить благодать, исцелиться, очиститься от грехов. В храм гроба Господня мы там будем каждый день. И там будет греко-православная служба. Как государство мы туда едем, с своими атрибутами государства, с иконами, с флагом, с национальных одеждах будем. И наши абхазские песнопения. Накануне великого светлого праздника Пасхи паломники посетят основные святыни Иерусалима, Святой Земли. В программе посещения Вифлеема, Назарета, Палестины, храмов Иерусалима. Также паломники встретятся с патриархом Иерусалимским и главой русского подворья в Иерусалиме. Поездку в Иерусалим организовывает фонд имени святого апостола Симона Канонита и святого мученика Евстафия Апсильского. Финансовую поддержку фонду также оказали вице-премьер Абхазии Беслан Эшба, меценаты Юрий Алания, Михаил Чалмаз, а также администрация города Сухум. Саид Джарсалия, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.